Этот день – великий день, день, которому нет конца, очень длинный день. У него много разных имен. Из-за того, насколько велик этот день, Аллах, Субханаху ва Тааля, посылает нам его признаки, предвестники. Обратите внимание, есть малые признаки и есть большие признаки. Уже осуществилось около 90% малых признаков. При жизни пророков, саллиллаху алейхи вассалям, 1400 лет назад был ниспослан аят, в котором Аллах говорит: «Приблизился к людям расчет с ними». Однако они с пренебрежением отворачиваются. В другом аяте говорится: «Приблизилось что? Приблизился час, и раскололся месяц». Также наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Как я могу наслаждаться и радоваться, если ангел рога уже приложил его к рту?» Братья, когда были сказаны эти слова? 1400 лет назад. Значит, дела обстоят так, что мы с вами приближаемся к концу. Конец близок, и посланническая миссия пророка, саллиллаху алейхи вассалям, является одним из малых признаков приближения судного часа, а не больших. Также существует 10 больших признаков. Что это за 10 признаков? Я перечислю их для вас, чтобы вы поняли, каким будет конец того мира, в котором мы живем. Первый из этих признаков – это выход лжемессии, аль-Масиха ад-Даджаля. Это первый из 10 признаков. Ад-Даджаль – это кривой на один глаз мужчина. Одна из самых больших смут и искушений. И не было такого пророка, который бы не предостерегал от ад-Даджаля свою общину. Каждый пророк предостерегал свою умму от ад-Даджаля. И мы в каждом намазе прибегаем к Аллаху за защитой от ад-Даджаля. Даджаль будет оставаться на земле в течение 40 дней. Эти дни будут разными. Он будет перемещаться по земле. Он пойдет в какое-то место, где день длится целый год. Есть ли сейчас на земле места, где дни такие длинные? Да, есть. Есть места, где солнце в течение нескольких месяцев практически не заходит за горизонт. Полярный день может длиться целых 6-7 месяцев. Сейчас бывают такие дни. И ад-Даджаль достигнет места, где день продолжается целый год. И места, где день длится месяц, и где день длится неделю. А остальные его дни будут обычными, как у нас. Итак, большинство времени он проведет на этой земле, где мы живем. Он будет чинить зло и распространять нечестие на земле. Будет испытывать людей в их религии. Всевышний Аллах сделал так, что ад-Даджаль будет совершать чудеса и испытывать ими верующих. И устоит только тот, кого укрепит Аллах, азза ва джаль. И я прошу Аллаха, чтобы Он не подверг нас искушению ад-Даджаля. Потому что это большая беда и смута. Он придет к человеку и спросит: «Это могила твоего отца?» Ты ответишь: «Да». Ад-Даджаль ударит по могиле, и из нее выйдет человек. Тот, кто выйдет, это не твой отец. Потому что умерший не может возвратиться к жизни до самого судного дня, как об этом сказал Аллах, азза ва джаль. Но тот, кто выйдет, будет выглядеть как твой отец и скажет: «Сын мой, следуй за ним, он на истине». Ответь: «Заклинаю тебя Аллахом, если твой отец выйдет из могилы и скажет тебе: следуй за ним, разве ты не последуешь за ним?» Это очень большое искушение. Он будет оставаться на земле 40 дней, как мы сказали. В то же время произойдет второй признак приближения судного дня – пришествие Исы ибн Марьям, алейхиссалям. Он спустится на белый минарет в восточной части Дамаска. Как сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, он спустится на землю, опираясь на крылья ангелов во время фаджра. Он спустится, когда люди уже соберутся совершить фаджр-намаз. Но он не встанет имамом перед ними. Ему скажут: «Выйди вперед, о пророк Аллаха», но он откажется провести с ними намаз, оказывая почет умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И он встанет и совершит намаз за имамом, хотя он пророк, из уважения к этой умме. В чем же будет состоять миссия Исы ибн Марьям? Иса ибн Марьям будет оставаться на земле 7 лет. Первой его задачей будет найти ад-Даджаля, чтобы покончить с его смутой. Он будет искать его и искать, пока не настигнет в Палестине у ворот города Лод. А где выйдет ад-Даджаль? Он выйдет в Исфагане, в Иране. А где умрет? Его смерть будет у ворот Людда, в Палестине. Разве вам это ни о чем не говорит? В Иране живут шииты-рафидиты. В Палестине сейчас евреи. Он выйдет из земли рафидитов и умрет на земле иудеев. Таким образом, рафидиты и евреи морально едины, даже если делают вид, что враждуют друг с другом.
Ты не можешь найти рафидитов, которые бы не поддерживали евреев. И поэтому, если сейчас ты начнешь искать евреев, ты найдешь их в Иране, в Исфагане. 70 тысяч иудеев – это те, к которым выйдет Аль-Масих ад-Даджаль, и они пойдут вместе с ним, чтобы распространять по земле зло и нечестие. И Иса ибн Марьям настигнет его у ворот Людда. Когда Иса ибн Марьям увидит ад-Даджаля, ад-Даджаль начнет таять так, как соль тает в воде. Но Иса все равно настигнет его, ударит своим кинжалом и скажет: «Я нанесу тебе удар, от которого ты не спасешься». Он убьет его, и так закончится смута Аль-Масиха ад-Даджаля. Итак, Иса ибн Марьям снова вернется на землю. Он будет призывать людей к религии Аллаха. Во время его призыва вдруг разрушится преграда, которую Зуль-Карнейн построил от племени Яджудж и Маджудж. И это третий большой признак судного дня. Когда преграда разрушится, они буквально хлынут друг на друга. То есть, из-за своего невообразимо большого количества они будут подобны волнам. Это будут люди, число которых сможет сосчитать только Аллах. Я могу лишь приблизительно описать тебе, как много их будет. Есть такое озеро, которое называется Тивериадским. Тивериадское озеро находится на востоке Палестины. Его длина 30 километров, а ширина примерно 4 километра. Представили себе, сколько в нем воды? 30 на 4 километра. То есть площадь воды 120 квадратных километров. И это довольно полноводное озеро. Они будут проходить мимо него и по дороге пить с него воду. Идти и пить, идти и пить. И когда будет проходить последний из них, он скажет своим товарищам: «Говорят, здесь когда-то была вода». Что это значит? Что они все выпили. Озеро все высохло, а они все идут и идут мимо него. Как же много их будет? Просто огромное число. И в какое бы место они ни пришли, они будут его портить и уничтожать на своем пути все подряд. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах скажет Исе ибн Марьям: «Вышли люди, с которыми никто не в силах сражаться». То есть никто не сможет сразиться с ними или побороть их. Так укройся же на горе. Тогда Иса ибн Марьям, алейхиссалям, и те верующие, которые окажутся с ним, пойдут к горе и достигнут Палестины. Когда они доберутся туда, Яджудж и Маджудж уже повсюду распространили зло, и люди страдают от их зла. Тогда Иса ибн Марьям взмолится Аллаху, чтобы он избавил мусульман от этих людей. И здесь явно проявляется сила Аллаха азза ва джаль. Аллах пошлет на них червей, которые называются нагаф. И те зайдут в их шеи. Черви будут обрушаться на их шеи. И Аллах уничтожит их всех за одну ночь. Яджудж и Маджудж прекратят свое существование за одну ночь. Аллаху Акбар. Как же велик Аллах! И когда они умрут, их трупы вздуются, и с них будут выходить черви. Усилится зловоние. Тогда Иса воззовет к Аллаху азза ва джаль, чтобы он избавил людей от исходящего от них зловония. И Всевышний Аллах пошлет птиц, шеи которых будут подобны шеям верблюдов. То есть это будут очень большие птицы, и они унесут их трупы и бросят туда, куда пожелает Аллах, или в моря, или куда-то еще. После этого Аллах пошлет на землю такой сильный дождь, что от него не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка. Этот дождь оросит землю, и на нее снова вернется благодать. Та, что была при жизни Адама, алейхиссалям. Так эту благодать описывает пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Целая группа людей от 3 до 9. Все эти люди смогут укрыться в тени от кожуры граната. Они будут сидеть не под тенью гранатового дерева, нет. Один плод граната будет настолько большим, что 7 человек смогут укрыться в его тени. И все это из-за большой благодати, которая не спустится на землю. Таким образом, Иса ибн Марьям останется на земле 7 лет. Он разобьет крест, убьет свинью, призовет к единобожию, и люди толпами зайдут в религию Аллаха. Он совершит хадж к дому Аллаха, сделает умру, и на эти 7 лет на землю вернется благодать, и люди все будут заходить в религию Аллаха. Будут всевозможные блага, дожди, благословения.
Земля станет девственной, как в самом начале своего существования, и очень красивой. Затем умрет Иса ибн Марьям, салляллаху алейхи вассалям. Сейчас мы рассмотрели 3 первых больших признака судного дня. После того, как Иса умрет, люди успокоятся и расслабятся. Шайтан вернется и снова будет творить нечестие среди людей. И люди опять вернутся к заблуждению. Тогда на востоке земли произойдет хасф, о котором будут говорить люди. Что такое хасф? Провал в земле. Целый город за одну ночь окажется под землей. Люди будут искать его и не найдут. Это не просто обычный провал, а такой, о котором заговорят все люди. Пока люди разговаривают об этом провале, который является 4-м признаком, приходит 5-й признак. Еще один провал на западе земли. И 3-й провал на Аравийском полуострове. Сейчас, сколько у нас произошло признаков? 6 больших признаков судного часа. И после этого появится духан, дым, который заполнит собой то, что между небом и землей. Он покроет людей, как сказал Аллах Азза ва Джаль. У верующих от него появится насморк, как при аллергии. А неверующие будут очень сильно мучиться и страдать от него. Этот дым покроет собой всю землю. Вся земля будет покрыта дымом. Это не просто какая-то песчаная буря где-то в одном регионе. Нет, дым будет по всей земле. И потом он рассосется. Этот дым является предупреждением о том, что грядут последние 3 признака, о которых Аллах сказал: «В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде». 3 оставшиеся признака будут заключительными. 8-й признак, первый из 3 последних, это восход солнца с запада, а не с востока. Солнце всегда восходит с востока, а сейчас вдруг вышло с запада. И как только солнце взойдет с запада, ангелы опустят свои перья. Уже не примется никакое покаяние, не примутся благие дела, мольба не будет услышана. Все, сейчас началась подготовка к судному дню. В некоторых преданиях говорится, что солнце будет выходить с запада 3 дня подряд. 3 раза оно выйдет с запада, а потом снова будет восходить с востока, как раньше. Для людей этот признак будет ясным. Среди них начнется страх. Они обрели убежденность в вере, но уже поздно. Не помогут ни молитвы, ни поклонения. Все закончилось. И после этого выйдет дабба, животное, которое будет говорить с людьми. Эта дабба будет обходить землю. В слабом хадисе сказано, что одной из задач этого животного будет клеймление людей. То есть оно будет ставить на них клеймо. Этот верующий, а этот кафир. Этот верующий, а тот кафир. И оно будет оставаться среди людей какое-то время. После этого животное умрет. Затем начнется последний из больших признаков часа – огонь, который будет передвигаться по земле, как поток воды. О нем есть 2 риваята. Или этот огонь выйдет из Йеменского моря, с юга, или, как сказано в другом риваяте, он появится на востоке земли. В общем, этот огонь будет вставать на привал вместе с людьми, оставшимися на ночлег, и останавливаться днем, когда люди будут отдыхать. То есть в полдень и ночью он будет останавливаться, а с окончанием ночи он снова начнет двигаться, и люди будут убегать от него. Он будет идти на них, как кипящий поток, и огонь будет гнать людей вперед. Таким образом, он соберет людей со всех сторон земли. Они окажутся на земле сбора, и это земли Шама. И когда все люди соберутся в Шаме, Всевышний Аллах пошлет благой ветер, мягкий как шелк, и каждый верующий, или тот, у кого в сердце есть ля иляха илля-Аллах, почувствовав его, сразу же умрет. Этот ветер будет дуть и убивать, убивать и убивать. На всей земле не останется ни одного верующего. С земли будет поднят Коран и все, на чем есть имя Аллаха. На земле останутся только наихудшие из созданий. Они-то и застанут наступление судного часа. Как наступит судный час? Ангел, держащий рог, которого зовут Исрафиль, поднес его ко рту еще во времена пророка Мухаммада, салляллаху алейхи вассалям, и ожидает момента, когда подует в него. Итак, раздастся трубный глас. Очень сильное дуновение в рог, подобное раскатам грома или попаданию молнии. Очень страшный звук. Каждый, кто услышит его, сразу же падет замертво.
начнется этот звук. Первым, кто его услышит, будет человек, который в это время будет чинить загон для своих верблюдов, и он умрет. Звук поднимается, идет дальше, и люди, которые друг для друга что-то покупали и продавали, тоже умрут. Звук идет дальше, и он распространяется подобно быстрому ветру. И каждый, кто его слышит, умирает. Среди людей начинается смерть. Начинается смерть. Звук идет, и люди все умирают. Умирают, умирают, скот умирает, животные умирают, люди умирают. Звук поднимается наверх, доходит до небес, и умирают ангелы. И когда ангелы умирают, небеса приходят в беспорядок. Звук поднимается, небеса начинают содрогаться от колебаний, переворачиваются и становятся красными, как кипящее масло или покрасневшая кожа. Звезды падут, солнце и луна столкнутся. Небеса были закрыты. Но теперь метеориты начинают падать на землю. Земля трясется, разбивается, превращается в песок, взрывается из-за своих вулканов. Извержения вулканов происходят и в морях. И моря загораются. Огонь на небесах, огонь на земле, огонь в море. Люди кричат: что происходит? Что происходит? Звук все нарастает, продолжает убивать людей. Он перемещается по земле и убивает. И когда трубный глас завершается, все, кто был на земле и на небесах, уже умерли, кроме тех, кого Аллах пожелал оставить. Но подуют в рог, и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле. Все они умрут, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Кто они? Аллах Азза ва Джаль обратится к ангелу смерти. Кто остался, о ангел смерти? Он ответит: остался Джибриль, Микаиль, Исрафиль и я, твой немощный раб. Осталось только 4, которые не умерли. И Аллах скажет ангелу смерти: забери их души. И умрут Джибриль, Микаиль и Исрафиль. Затем Аллах спросит ангела смерти: кто остался? И тот ответит: только я, твой немощный раб. Аллах скажет ему: умри, и он умрет. И Аллах, Табарака ва Тааля, свернет 7 огромных небес и 7 земель своей десницей. Потом трижды сотрясет их, и с каждым разом будет спрашивать: кому принадлежит власть сегодня? Кому принадлежит власть сегодня? Кому принадлежит власть сегодня? Никто не ответит. И он ответит сам себе: Аллаху, Аль-Вахиду, единственному, Аль-Кахару, всемогущему. Так закончится эта дунья. Останется только Аллах, живой, прежде всего живого. Живой после всего живого, живой и поддерживающий жизнь, которым не овладевают ни дремота, ни сон. Останется единственный, единый, Аль-Малик, Владыка. Когда ты поверил в эту истину, я задам тебе важный вопрос. Какова ценность этого царя в твоем сердце? Почитаешь ли ты в своем сердце его приказы? Уважаешь ли в душе его запреты? Все погибнет, кроме лика Аллаха Азза ва Джаль. Так возвеличиваешь ли ты Аллаха в своем сердце? Именно здесь мы должны увидеть след веры в твоей жизни. Это то, что требуется. Не нужно, чтобы ты просто знал историю. Нужно, чтобы ты знал, что нет другой власти помимо власти Аллаха. Таким образом, мы с вами рабы Аллаха. У нас нет силы и мощи, ни с кем, кроме как с Аллахом. И нет убежища, и нет спасения от Аллаха, кроме как у Аллаха.